Здание музея у нас очень большое, высота здесь 15 метров, с той стороны 4 метра, длина 355 метров и ширина 72. Ну и в принципе это самый широкий пешеходный мост в Эстонии и, по-моему, даже в Европе. У нас тут продается чаек. А пойдемте на выставку. Называется «Эхо Урала», потому что мы показываем здесь представителей финно-угорских и самодийских языков. Они известны под названием уральские языки, все вы раз финно-угры это просто узнаете. И первый зал такой как бы вступительный. Здесь мы показываем, о ком мы говорим на своей экспозиции. Ну и что нас объединяет прежде всего, это языковое дерево. Ну и на карте те, кто не знает, кто такие финно-угры и самоеды, они могут посмотреть, где они живут, сколько их сегодня насчитывается. Но по последней переписи 2010 года, данные округленные, естественно, и часто возникает вопрос, а все они говорят на своих языках или нет. Но в принципе мы не можем сказать, что эта цифра означает и то, что они все владеют своим языком. Потому что сейчас, как вы знаете, при переписи каждый может иметь право сам назвать, кем он является. Ну, в принципе, если у вас будет время, можете потом послушать, как звучат несколько слов на разных финно-угорских и самодийских языках. И почему, вот разве ведь представителей России очень много, почему мы эти названия слов написали на латинице? Если русскоязычные, все они изучают иностранные языки и знают, как читаются латинские буквы, то человек, который приезжает с Европы или из других регионов сюда на выставку, он не может знать кириллицу. И поэтому вот и у нас все слова на шрифт большой на латинице. Можно спуститься на лифт и пойдемте человека из Тарского университета. В нашей команде были этнологи, фольклорист и языковед. Ну, и так, если посмотреть, то можно сказать, что финно-угорская команда кураторов только у нас в команде. Я удмуртка, Комин филолог, ну и остальные эстонцы. Список, кто участвовал в подготовке этой экспозиции. Здесь примерно около 200 человек в списках. Ну и, естественно, у нас было тесное сотрудничество с финно-угорскими научными центрами. Это и музей, и научные центры. Выезжали совместные экспедиции с Марийским национальным музеем, с Карельским, с Удмуртским институтом языка и литературы. Ну и, в принципе, Карельский научный центр, Коми-научный центр, Коми-национальный музей, музей природы и человека, музей Торумма, они все были задействованы в подготовке этой экспозиции, но в качестве консультантов и в качестве таких советников. И здесь мы показываем зал, как вы видите, это история финно-угорской мысли. Почему именно мы показываем? Традиция это уже такая большая. Еще первая экспозиция в музее была открыта в 1928 году. Ну и с конца 19-го, в начале 20 века это финно-угорское движение здесь тоже очень, по примеру финнов и венгров, и в Эстонии начало развиваться. И через определенные предметы символы показываем, как это все развивалось. И первый предмет это лыжи. Именно здесь, на территории Эстонии под Нарвой Олиарий написал, что то, что вот раньше описывали люди, которые живут на краю земли длинными ногами, это, наверное, ошибка из-за того, что исследователи, которые видят их издалека, они не видели, что это лыжи. И, в принципе, вот с того времени, как бы можно сказать, что научное познание начинается. Ну и второй предмет у нас венгерский полушубок. Здесь в экспозиции у нас очень мало показаны финны и венгры, но через этот предмет мы показываем связь финнов и венгров в развитии эстонского
эстонской финно-угорской этнологии и в то же время финно-угорского движения. Предмет венгерский, привел его в 1924 году первый директор музея Исмаил Манин, он был здесь. Ну, в принципе, на экранах можно прочитать цитаты, как в разное время рассказывали, писали разные весточки. И третий предмет – это пока символ, как этнос-политический предмет у нас. Стиральная доска сама эстонская, а оформлял в Японии художник Юрий Лисовский. Но, как вы знаете, все это этнофутурист оформил его именно в Эстонии. Ну и в принципе здесь у нас и один экран такой. Есть обычно такое представление про финно-угров мифопоэтическое у большинства народов, что они где-то там остались в своих чумах со своими оленями, что они на том уровне. И здесь мы показываем, что они такие же современные люди, и видя клипы кураторов и сотрудников музея. Но в принципе они будут постоянно меняться, потому что у нас наполняется коллекция видеоматериалов. У нас был такой призыв финно-уграм, чтобы они отправляли нам. Но постоянно будем менять. Ну и здесь на карте, на экране можно посмотреть, где финно-угры живут, сколько их примерно. И генетически, если посмотреть, то мы очень разные. И если говорим о родстве, то это прежде всего языковое родство. Но с культурным, конечно, можно всякое найти. И считается, что с историей финно-угроведения единый менталитет, как бы у финно-угров уже, ну, вам не надо объяснять, мы все равно чувствуем себя как бы единой семьей, и этот конгресс тоже показывает. Выставка, общая тема – это мужчины и женщины финно-угорские, и мы показываем повседневность, потому что коллекции в основном были собраны в 70-е, 80-е годы, но, естественно, тогда уже таких старинных вещей у многих не было, но тем не менее, вот то, что коллеги собирали за эти годы, мы пытаемся здесь показать. Ну и река – это символ жизни, дорога жизни, связь с разных миров, и в то же время река и граница. Разные истолкования можно сделать. Нас встречают финно-угорские мужчины и женщины из фонда нашей фотоколлекции. Ну, я думаю, попытайтесь найти. Так, давайте, у нас времени очень мало, да, быстро пойдем. Выставка финно-угорские и самодийские народы у нас располагаются в 4 залах. Это пермские народы, волжские народы, прибалтийско-финские народы и северные народы. И основная логика выставки такая: те предметы, которые за стеклом, это музеалы, а то, что открыто, это новоделы. И в принципе, то открытые предметы можно и трогать, и посмотреть, и зайти. И тема мужчин и женщин здесь в пермском зале у нас пока через «Помни избу» можно заглянуть. Я думаю, сейчас мы не будем заглядывать, потому что время. Ну и удмуртская тематика через клей. Если так, если, я надеюсь, у вас будет время поспокойнее погулять по всей выставке, по всему зданию, то обратите внимание, у нас тут и мультфильмы были сделаны на финно-угорских языках, на 9 языках, и за основу были взяты фольклорные тексты или тексты, которые были записаны самими кураторами во время полевых экспедиций. Ну и в принципе все они говорят об отношении мужчин и женщин и в какой-то мере связано и с экспозицией самой. Если посмотреть на «Помни избу», то, естественно, она не таких размеров,
не точно копия, это просто уже реконструкция или то, чтобы показать. Можно зайти, но естественно, коми-изба, она намного выше, здесь должна быть лесенка, и окно от земли намного выше. Это связано, конечно, с погодой. Ну а здесь у нас на выставке люди разные, чтобы они беспрепятственно могли зайти в избу. Связано с подготовкой к свадьбе. У удмуртов клеть называется кенос, что значит дверь невестки. И здесь мы показываем разные предметы. И что касается этих мультфильмов, у нас не было такого желания, чтобы это было чисто этнографические мультфильмы. Мы, кураторы, выбрали тексты, а эстонские аниматоры, они уже свое истолкование внесли в эти тексты. Ну, в принципе, вы можете посмотреть, что, например, женщина, если в традиционной культуре она не может без головного убора, то в мультфильмах у нас они и без платков. Ну и логика всех витрин такая, что про каждый предмет можно конкретно узнать. Ну, я думаю, что это особенно, вот эти тексты особенно важны для самих финно-угров, потому что здесь вы можете встретить знакомые деревни, знакомые имена и, может быть, даже своих родственников, кто собирал, кто делал тот или иной предмет. Ну и фильмы здесь показывают, как используются определенные предметы. Это из коллекции, из архива нашего музея, конкретно материалы, потому что Эстонский национальный музей выезжал, и у нас Алексей Петерсон, к сожалению, он ушел из жизни вот буквально в конце июля. Ну, и под его руководством велись и такие киносъемки в свое время. Удмуртская девушка выходит замуж за марийского парня, и здесь именно вот девичий костюм, северный, кировские удмурты. Ну и такая традиция, что вот удмуртские девушки выходят за марий парней, она более распространена, чем наоборот. Пожалуйста. О чем говорить? Пожалуйста, проходим, там, наверное, не слышно будет особо. Здесь у нас представлена сцена удмуртско-марийской свадьбы, свадебный поезд уже в доме жениха. И здесь мы видим как удмуртов, так и марий. Ну и, наверное, кто из Мариэл приехал, уже узнали знакомые фотографии, чуть-чуть в другом виде, в укороченном у нас дом. Это съемки были сделаны в Космодемьянске, музей под открытым небом. И все фотографии, которые здесь на выставке, мы специально, фотограф ездил в те регионы, где надо снимать, потому что сегодня, конечно, можно найти разные фотографии и в интернете, и все, но опять-таки мы хотели показать, что если кто-то приедет из финно-угорских регионов, чтобы у них было такое чувство узнавания своего. Ну и опять-таки здесь мультфильмы, можно прислушаться, мультфильмы только на финно-угорских языках, без субтитров здесь, чтобы посетитель повнимательнее послушал, попытался узнать, понять, что и как. Ну и небольшой резюме идет в конце мультфильма, проверить себя. И это у нас зал волжских народов, Марии, Мокша, Эльзя. И здесь мы показываем тоже предметы макшанские, эльзянские, через народные костюмы. Именно вот эти два манекена,
и еще несколько. Они были представлены и на первой экспозиции еще в 1928 году. Финно-угорская экспозиция была открыта на год позже, и здесь вот старые поместья в этом, в усадьбе. Ну и опять-таки очень богатая коллекция у нас мордовских украшений, и мы хотели их показать. Но если посмотреть, коллекции разные, они очень разные, по разным народам. Где-то много собрано одежды, где-то предметов орудий труда. Ну и в принципе мы пытались показать, вот если музейную выставку готовишь, ты зависишь от того, что у нас собрано. И здесь при подготовке экспозиции у нас сразу было такое, что мы будем делать выставку только на основе своей коллекции, потому что раз музей собирался, этим занимался, мы хотели показать именно то, что у нас есть. Ну и если украшения посмотреть, там наравне со старинными украшениями есть, например, и ожерелье, которое сделано из елочных украшений. 70-е, 80-е годы очень было. Ну и, конечно, хотели показать здесь свои мордовские гадки для одежды, потому что